Судя по информации из анкеты, которую мы получили, наша героиня работает где-то здесь, в детском городе. Пойдемте ее найдем. Хотя не, пойдемте посмотрим пожар. Там детский пожар. Все, пожар потушили. Ребята, красавцы, дайте 5. Молодцы. Идемте искать героиню. Не знаете, где она? Нет, к сожалению. Спасибо. К сожалению, нет. Вон, давай. Девушка, вы не Алия? А вы не знаете, где ее найти? Никто не знает, где Алия. Здравствуйте. Меня тут чуть милиция не забрала. Вы Алия? Да. Замечательно, проект Holiday Fashion. Мы за вами, мы готовы начать. Нет, я не готова участвовать. Подождите, вы отправляли анкету? Да, я отправляла анкету, но я хотела бы, чтобы участвовала моя мама. Нет, мама это хорошо, мы не против. Ну а где, собственно, тогда мама? Она вообще в курсе? Сейчас все будет. У нас мало времени, поэтому мы ждем буквально 5 минут. Договорились? Хорошо? Да. А вам не кажется очень странно, что практически каждая наша передача связана с детьми? Ну все, я договорилась, она уже скоро будет. Молодец, скажи, пусть подходит к салону красоты Дом моды. Да, хорошо. Дом моды? Реально Дом моды. Не веришь? А вот, посмотри. Какой она сама по себе человек? Добрый, была открытая, веселый человек сам по себе был. А почему была? У нас случилось горе, и после этого она замкнулась в себе и многое как бы даже не договаривает. Если что-то происходит у нее, она молчит, она не говорит об этом. Это в том смысле, даже если заболела, да, вот разговариваешь по телефону, она этого не скажет. Меня зовут Зикие. Родилась я в городе Байток, в Узбекистане. Алия, конечно, у нас еще тот живчик. Трудолюбивая, помогает во всем, поддерживает. С младшей сестрой они тоже очень дружные, любят друг друга. Не хочешь, не отвечай. Я хочу спросить, а что произошло? У нас 2 года назад, 1 июня, умерла старшая сестра. И вот после этого очень сильно поменялось отношение. И как бы человек закрылся в себе. Вас было сколько в семье? 3. Сейчас вас 2. Да. Осталась младшая сестренка. Она учится в школе. Ей 12 лет вот будет. Думаю, что для нее это будет ошеломляющий сюрприз. Нам осталось самое простое. Нужно договориться с твоей мамой. Несмотря на то, что это было для меня большой неожиданностью, я готова к переменам. И думаю, что у нас все это получится. Ну что ж, отлично выглядите. Вы прямо на глазах меняетесь. Мне очень нравится. Вы очень элегантные. Мне нравится, что этот костюм, он в клетку. Как утверждают модные блогеры, в этом сезоне каждая уважающая себя женщина должна иметь жакет в клеточку, именно вот в такую клетку. Я думаю, что такой жакет вы можете сочетать с джинсами, с бойфрендами и вместо туфель на каблуке одеть либо лоферы, либо белые кеды. И этот образ не испортится, а будет более непринужденным. Как вы себя ощущаете? Ну, конечно, необычно немножко. Я не пробовала носить такую одежду, но в целом мне нравится. Для финала мы подобрали очень женственное, элегантное платье, в котором Зикие выглядит как настоящая леди. Я надеюсь, что все друзья и близкие оценят наши старания и будут довольны тем образом, который мы добьемся. Владимиру Зикие некрашенный волос. И я знаю, что многие женщины, у которых некрашенные волосы, считают это очень привлекательным и естественным. Мне бы хотелось услышать твое мнение. Это красиво, конечно, некрашенный волос, но я считаю, что
некрашенный волос, он более тусклый, он не настолько яркий, он не блестит. И модно считать, что натуральный цвет в моде. Но правильней, что натуральные цвета красителей в моде. То есть я так понимаю, что если волос крашен, и он крашен в натуральный цвет, он более блестящий, наполненный и выглядит более здоровым. Да, конечно. А что бы ты сегодня порекомендовал нашей героине? Волос, конечно, натуральный, но я бы, конечно, все равно приблизился... Бросить. Да, присутствует седина, но мы будем, скорее всего, делать блонд. Более натуральный блондин. Отлично. Я выполнил сложное окрашивание в 3 этапа, так как были некоторые сложности, и получил в итоге золотистый натуральный блондин. Фатиме, мне очень нравится лицо, мне нравятся эти тонкие линии и очень изящные, красивые, выразительные черты лица. И я бы сегодня хотела видеть очень яркую трансформацию. И твоя заключительная часть работы очень важна. Согласна с вами. Зикия очень хрупкая и нежная. Хочется придать ее коже благородного сияния и поработать над формой бровей. Итак, друзья, вечер сюрпризов продолжается. Эльвина, это младшая дочь Зикии, она ни о чем не догадывается. То есть у нас сегодня настоящий сюрприз. Вот и наступил долгожданный момент, счастливый финал нашей сегодняшней истории. Итак, готовы? Поехали! Красиво? Иди обними. Она всегда у нас была красавица, но вы, конечно, как огранку сделали вообще. Цвет волос, ну как-то и не думали, что это подходит, но очень классно. И стрижка. Благодаря вам, вашей команде, я поняла, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. И я обещаю своим дочкам, себе, вам, что на достигнутом я не останавливаюсь. Абсолютно согласны. Дорогие друзья, прощаемся с вами ровно на 1 неделю. И с нетерпением ждем ваши анкеты. Пока.